На этой детской площадке по улице Ленина в Ухте сегодня разве что воробьи да голуби развлекаются. Игровой комплекс закрыли еще в начале пандемии. И калитка до сих пор на замке. Хотя все другие детские зоны сегодня уже переполнены ребятишками. Жители микрорайона обеспокоились и обратились на портал «Активный регион» с вопросом, когда откроется. Благодаря неравнодушным людям в нашем городе была создана единственная детская площадка по улице Куратова, возле ЦОК. На сегодняшний момент детская площадка закрыта. Как говорят охранники, из-за несоответствия современным нормам безопасности. Прошу обратить внимание на то, что в городе, в данном районе, нет вообще ни одной детской площадки. У меня 3 детей, мне негде с ними гулять. Мэрия Северной Жемчужины ссылается на Ухта спецавтодор. Мол, он за площадку отвечает. И именно компания решила, что здесь играть небезопасно, а поэтому игровой комплекс, возможно, вовсе снесут. Исходя из количественного и качественного выражения установленных дефектов и невозможности их устранения, при проведении работ по текущему ремонту необходимо провести демонтаж большей части объектов детского и спортивного оборудования, в связи с чем работа детской игровой площадки в районе дома номер 46 по проспекту Ленина возобновлена не будет. Комментарий вызвал шквал возмущений. Площадка – единственное место для отдыха детей разных возрастов на весь район. Если чего-то, что-то смотреть за площадкой, так будет все нормально. А если никто не хочет смотреть, денег не выделяют, так что? Деньги куда сейчас уходят все? Ну, часто ее пользуются, может, даже ваши родственники и дети. Обязательно пользуемся с детишками. А куда еще ходить с ними? Я считаю, что она должна быть. То район много потеряет? Конечно. Потому что некуда детям и мелким, извиняюсь, и большим. Некуда пойти. Тут же ничего нету. Так это хотя бы какое-то вот развлечение. 10 лет назад открытие этой площадки для Ухты было настоящим праздником. Еще бы, это первый город, где реализовали подобный проект при содействии фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Тут рядышком ходили, когда строилось, и было непонятно, что тут будет, а сейчас так увидели, с ума просто сойти неожиданно. Здесь сразу несколько тематических зон для разного возраста детей. Для малышей с каруселями, качелями и горками. Для ребят постарше предусмотрен комплекс в виде замка с лабиринтами и горками. Для подростков – скейт-парк. Есть место для игр и для особенных детей. Сама территория застелена противоударным покрытием. И, что немаловажно, площадка находится под круглосуточным наблюдением. Есть видеокамеры и даже сторож. Потерь, потому что дети-то постоянно подходят, спрашивают, когда откроют, чего. Пока пандемия, как говорится, идет закрыта, остальное нам неведомо. В Ухта спецавтодоре нас поспешили успокоить. Юрисконсульт организации уверяет, о сносе речи не идет. Хотя действительно обследование конструкции выявило немало дефектов. Прошла экспертиза игровых комплексов, которые находятся на этой площадке. Данное экспертное заключение говорит нам о том, что если брать в целом ее, то надо произвести демонтаж тех конструкций, которые там находятся. Но мы все равно надеемся, что вместо этих конструкций будет установлено уже современное игровое оборудование. Ну и, соответственно, вот именно будем надеяться, что это будет замена непосредственно. О сносе никто не ведет речь. Как выяснилось, у такого уникального комплекса срок эксплуатации всего лишь 3-4 года. С момента открытия прошло почти 10 лет. Поэтому неудивительно, что некоторые части конструкции уже пришли в негодность. И именно здесь в прошлом году один ребенок получил серьезную травму. Впрочем, родители малыша считают, единственную в районе детскую площадку закрывать нельзя. Но сооружения должны быть безопасны. Сегодня Ухта спецавтодор в администрацию города направил ходатайство с просьбой решить судьбу места отдыха. Елена Кононова, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.